«Символ России». Так называется фотовыставка, которая открылась в Уфе в Центре современного искусства «Облака». Автор всех этих работ – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член Союза фотохудожников России, действительный член Русского географического общества Фаиль Абсатаров. Персональная выставка известного в республике мастера фотографии стала возможной благодаря гранту Союза фотохудожников России. Уже получение этого гранта, уже само признание художественный уровень человека. Но тем более тему для Башкирии уникальную он придумал. Я говорю, башкирские иглинские медведи. Он их вырастил фактически с малых лет. Сейчас уже они большие стали. Фаиль вообще любитель природы, любитель нашей экологии, нашей республики. Очень плотно работает башкирское отделение Союза географического общества. Ну, что хочется еще сказать? Хочется сказать, чтобы медведями он кончил, взялся за тигров. Кстати, недавно обладатель многих международных и российских премий Фаиль Абсатаров стал дипломантом и республиканского фотоконкурса «Живая природа Башкортостана». В номинации «Позируют животные» за работу «Мишки в Башкирии». Недавно в Уфе в свет вышла книга краеведа Ларисы Григорьевны Михайловой «Сослужить России незабвенную службу». Средства на издание монографии выделило башкирское отделение Русского географического общества. Книга посвящена братьям Ханаковым и их деятельности в Башкирии. Яков и Николай Ханаковы – выпускники Царско-сельского лицея, известные ученые, действительные члены Императорского Русского географического общества. Они внесли большой вклад в исследование Башкирского края. Даже одна из улиц в Уфе, ныне улица Гоголя, называлась Ханаковская. Бывший врач-психиатр, активный член Уфимского краеведческого общества Лариса Михайлова более 12 лет занимается историей Уфы и родного края. Ее первая книга в этой области сразу же вызвала интерес читателей. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию видеозарисовку Александра Микова «Зигальга Бакты». Этот конкурсный ролик был отмечен членами жюри на телевизионном фестивале «Турхроники-2018». Его особенности в том, что весь сюжет отснят квадрокоптером. Итак, «Зигальга Бакты».
Не первый год уфимский клуб подводных охотников «Талкас» проводит здесь, на реке Уфа, ниже Павловской ГЭС, традиционный зимний фестиваль подводной охоты. И с каждым годом количество участников на этом спортивном празднике становится все больше и больше. Традиционный праздник собирает на Павловке настоящих фанатов подводной охоты. Несколько лет назад, в декабре, участники фестиваля ныряли в ледяную воду при температуре воздуха минус 32 градуса. И при этом выходили на берег с настоящими трофеями – щуками за 3 килограмма. Впрочем, для участников фестиваля добыть рыбу не самоцель. Главное – показать свой опыт, умения, борцовский дух. Хотя призы тоже неплохой стимул для экстремального плавания в ледяной воде. С Альметьевска приехали, из Угульмы. В общем, очень вся Башкирия здесь. Призы от клуба-магазина «Талкас». Первый приз – это сертификат подарочный на 10 тысяч рублей. Второй приз – сертификат подарочный 5 тысяч рублей. Третий приз – сумка охотничья. Учитывая то, что даже наш президент занимается подводной охотой, спорт достаточно массов. Вот. Также, как любительское рыболовство, подводная охота ничем не отличается. Единственные сложности – прозрачность воды. Народ идет, молодежь растет, приходят новые, старые тоже участвуют. В общем, возрастного ограничения нету. Есть у нас Виталий Виноградов, ему уже за 70. У него уже и шунт в сердце, и шурупы в костях. Но он также, после того, как ему сделали операцию по шунтированию сердца, он через 2 недели уже уехал на плато Пултарана. Это дальний север, это очень интересное место охотиться. Бытует ошибочное мнение, что подводные охотники выбивают на водоемах маточное поголовье, крупную рыбу, и тем самым наносят ущерб ихтиосфере. Это неправильно. Настоящий подводный охотник, а таких в последнее время становится больше и больше, благодаря таким клубам, как «Талкас», никогда не позволит себе выстрелить из подводного ружья незачетную рыбу. Для него это позор выйти на берег, например, щукой весом менее килограмма. Да, можно за ней понаблюдать под водой, полюбоваться, но не стрелять. Мало того, сообщество уфимских подводных охотников принимает активное участие в зарыблении водоемов республики, в их экологической очистке. Самый первый борец с браконьерскими сетями – это подводный охотник. Запомните это раз и навсегда. Не переношу сети сам, если нахожусь в воде, вижу сеть, я просто порежу, выкину на берег. И я первый борец с браконьерскими сетями. Я категорически против сетей в любом виде, в любом проявлении. Также поступает 99% подводных охотников. Мы боремся с этим категорически. Да? Что касается того, что мы выбиваем какое-то маточное поголовье, да, и в свое время в правилах рыболовства были определены определенные нормы вылова, да, которых мы строго-настрого придерживались. То есть, если нужно было добывать сама размером, я, к примеру, скажу, 70 сантиметров, то есть мы брали сама не менее 70 сантиметров, да, то есть, если было оговорено, что щуку не менее 6 килограмм брали, не менее 6 килограмм. То есть, мы соблюдаем правила рыболовства, да, мы такие же рыбаки, как подводные охотники, такие же рыбаки, как и все. И мы под общие правила рыболовства, просто вписываемся, да. А рыбы стало меньше, да, но всему виной, скорее всего, экология. Да, действительно тяжелее. Да, действительно, подводных охотников армия на сегодняшний день в Башкирии, наверное, насчитывается порядка 1500. Но это даже не сравнимо с количеством рыбаков, который вылавливает вот такую вот рыбеху, а для нас это, мы даже, я проплыву рядом, я не увижу ее. А вот
миллионы рыбаков, которые насчитываются на сегодняшний день в республике, да, вот и сопоставьте урон, да, 1500 подводных охотников в республике Башкортостан и миллионы рыболовов, которые вылавливают рыбу. Зарыбили Жуковский карьер, да, зарыбили Аслыкуль-Кандыркуль. Каждый год проводим очистку водоемов, да, то есть и озер, и прибрежных рек, и Кашкадан сколько раз чистили, да. То есть мы за то, чтобы в наших водоемах было как можно больше рыбы, достойные рыбы, да, и мы этому способствуем. Ни одного сообщества рыбаков нету, которые бы зарыбили, хоть что-то запустили в реки или в озера. Такого нету. Однако в свое время мы с клубом «Агидель» совместную акцию такую проводили, действительно зарыбляли озеро Кандыркуль. Вот, по-моему, единственная акция, которую совместно с рыбаками мы сделали. А так больше-то инициаторов-то нету. Я помню прошлый год, значит, у нас Решат был с Дюртюлей победителем, да, у него трофейный судак был, там порядка, 2 с чем-то килограмма, да. А так на этом водоеме есть и самы. И вот даже сазан встречался, да, как-то в один из проведений соревнований встретился сазан на 5 килограмм, да. Здесь акватория интересная, и как бы рыба есть. В словах президента клуба и главного судьи соревнований убедились, встречая на берегу выходивших из 5-километрового заплыва подводных охотников. Есть еще рыба в реке Уфа. Первым из воды вышел уфимец Андрей Михеев. На Кукане зачетный судак весом более 1200 граммов, окунь весом 520 граммов. А всего Андрей набрал более 5000 очков. 1 очко соответствует 1 грамму подстреленной рыбы и стал победителем соревнований. Вся рыба в бревнах. Искал щуку в траве, ничего не нашел. Все в бревнах. То есть там одну, здесь одну. Куча рыбы не стоит вообще абсолютно. Поисковая охота такая получилась. Постоянно нырять надо. Да. Где коряги, да? Там... Постоянно. Не коряги, а именно в бревнах, где завалы, бревна. Там без фонаря вообще нырять бесполезно. Рыба есть, но очень стало мало. В связи с тем, что браконьерство, сети. Так что просим наше правительство как-то защищали наши реки от браконьеров. Достал с травы, буквально на глубине 2,5 метра. То есть рыба стояла. А вообще подводной охотой давно увлекаешься? 2-й год. Ага. А кто тебя в это втянул? Вот справа товарищ. Просто товарищ или родственник? Родственник. Кто он? Кем Поэтому является? с родственниками не связывайтесь. Кем он является? Зять. В этом году в заплыв ушло более 30 подводных охотников. На берегу их встречало вдвое больше болельщиков. На то и фестиваль. В группах поддержки не только друзья, но и жены, дети. Уфимка Галия Латыпова уже 2-й год участвует в фестивале. Муж Владимир 3 года назад увлекся подводной охотой. Мало того, втянул в этот вид спорта и брата Галии. Это увлечение, оно как-то повлияло на изменение вашего образа жизни? Да, очень. Мы начали часто путешествовать, выбираться на природу. И много рыб теперь в холодильнике. Работы прибавилось, да, с чисткой? Да, каждый день перед сном. А вот так с плакатом и аплодисментами встречали подводного охотника из Салавата Руслана Галеева и его близкие. Руслан отличился в этот день тем, что сумел подстрелить первую щуку на фестивале. Ее вес составил 1235 граммов. Она была в начале сам. Она, видимо, подрамник чей-то. Она уже такая с побоями. Я что, один с рыбы вышел? Какая-то, не знаю, тактика у вас была или как? Или просто на Нет, тактика одна и та же. Поактивнее плавать, амплитуду побольше взять. Где-то в каких-то местах можно... Нет, только под травой. По фарватеру муть. Вода мутная была. Супруга Руслана, Юлия, на таком фестивале впервые. Она даже не подозревала, что на подводной охоте может быть так весело и интересно. Теперь, когда подросли малыши, Юлия надеется, что поездки на водоем будут семейными. Я помню, что он очень много в интернете смотрел, осваивался очень долго. Потом решились, поехали в Уфу, закупили снаряжение. И он начал плавать сначала днем, потом перешел на ночную охоту.
Вот 10 лет, как каждый раз переживаю, как на фронт отправляю. А вы как болельщица давно к нему присоединились? Вы знаете, почему-то первый раз. Хотя столько лет вот он уже участвует. Может, то, что вот дети маленькие были. В этот раз первый раз приехали. Вообще нравится вам фестиваль? Нравится, здорово. А мужу-то как приятно. Всего участвовало в соревнованиях 35 человек. В воду отправились 34 человека. Один человек забыл костюм, хотя и зарегистрировался. Но курьезы бывают, поэтому ничего страшного. Первое место занял Михеев Андрей с результатом 6970 баллов. У нас регулярный. Поздравляем в том или ином месте. Вот. Тебе подарок, сертификат подарочный на сумму 10 тысяч рублей. В завершении праздника отличившиеся подводные охотники получили заслуженные награды. Впрочем, без призов не остался ни один участник ледяного заплыва. Всем были розданы полезные подарки от клуба «Талкас». В 2018 году Башкирское региональное отделение Русского географического общества реализовало целый ряд проектов, утвержденных попечительским советом общества. Наиболее значимыми и важными для республики являются следующие. В результате кропотливой и целенаправленной работы было принято решение о создании природного парка Зелим, необходимого для сохранения реки Зелим и уникальной природы пещерных систем Гафурийского района на площади более 36 тысяч гектаров. Большую лепту региональное отделение РГО внесло в описание и развитие территорий геопарка Янгантау, который претендует войти в мировой список ЮНЕСКО. Региональное отделение, благодаря финансовой поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а также Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа», провело благоустройство Аскынской ледяной пещеры и прилегающей к ней территории. В короткие сроки были построены гостевой дом, автостоянка, навесы для отдыха и приема пищи, туалеты, появились 3 моста через реку Малый Аскын по дороге к пещере. У подножия горы и у входа в саму пещеру сооружены беседки для отдыха туристов. Ключевыми проектами стали конкурсы «Уральский барс» и «Башкирская кругосветка». «Уральский барс» был создан в прошлом году и сразу же приобрел массовый характер среди туристов со всей России. Мало того, в нем приняли участие даже граждане Канады, Австралии и Турции. В этом году проект «Уральский барс» привлек участников из десятков регионов России. Не меньше туристов приняли участие и в «Башкирской кругосветке». В прошлом и нынешнем году региональное отделение установило стелы в 5 географических точках Башкирии. Крайнюю на севере в Янаульском районе, на юге в Зианчуринском, на западе в Бакалинском и на востоке в Учлинском районах. Центр Башкортостана был обозначен в Гафурийском районе. Кроме того, в Кушнаренском районе была обозначена особенная точка с географическими координатами 55-55. Это уникальное место на планете, где совпадают по цифрам северная широта и восточная долгота. Среди конкурсных проектов Башкирского регионального отделения РГО ставшие массовыми и популярными проекты «Атлас птиц Уфы», ежегодная природоохранная премия «Рыцарь леса», школа юных географов и многие другие. В этом году Башкирское региональное отделение Русского географического общества организовало экспедицию на главный хребет Северного Кавказа. Благодаря поддержке правительства Кабардино-Балкарии в Чегемском районе рядом с пиком Кайсына-Кулиева была найдена безымянная вершина высотой 3555 метров. Башкирская экспедиция во время восхождения установила на ней табличку с именем и стихами народного поэта Башкортостана. Решением правительства Кабардино-Балкарии отныне она носит имя «Пик Мустая Карима». Башкирское региональное отделение укрепляет и международные связи. Благодаря поисковой работе было найдено место крушения французского самолета и летчиков в 30-х годах прошлого столетия на территории Краснокамского района республики. Французский экипаж выполнял беспосадочный полет по маршруту Париж-Токио. Региональное отделение организовало конкурс на лучший проект памятника погибшим авиаторам. Совместно с посольством Франции в Российской Федерации идет работа по сбору средств для его строительства. В планах на будущий 2019 год новые важные проекты и мероприятия, направленные на созидание и развитие нашего Башкортостана и Великой России.